В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Огонь уничтожил оборудование. Возгорание на подстанции Уарча. Прощание с народным артистом. На 60-м году жизни скончался композитор Отар Хунцария. Постановление сохранило деревья. В новогодние дни удалось остановить вырубку елей. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о создании политического консультативного совета в целях повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти с общественными объединениями и политическими партиями. Информация об этом размещена на официальном сайте президента Абхазии. Премьер-министр Абхазии Артур Микваби 13-14 января посетил с рабочим визитом Москву, сообщает пресс-служба правительства. В российской столице состоялся ряд встреч в администрации президента России с помощником президента Владиславом Сурковым, начальником управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олегом Говоруном, заместителем начальника управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Денисом Травиным. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества между двумя странами. Артур Микваби также провел ряд встреч в Государственной Думе, в том числе с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым. В ночь на 14 января на подстанции Уарча в результате короткого замыкания произошло возгорание в распределительном устройстве 10 киловольт. Возникшим пожаром уничтожена значительная часть оборудования. Все службы РУП «Черноморэнерго» продолжают работу в авральном режиме. Только-только ликвидировали многочисленные аварии на линиях электропередачи после снега, а вот новая, на этот раз более серьезная ситуация. В селе Истонка произошло сильное возгорание электрической подстанции Уарча. Пожар начался в половине второго ночи в четверг. Без промедления энергетики отправились на место происшествия и обесточили электрическое оборудование, что позволило пожарной службе потушить огонь. На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. Аварии была присвоена высшая категория сложности. Из-за происшествия обесточенными оказались ряд населенных пунктов в восточной части Гульрипского района, а это несколько сел. Работы по экстренной ликвидации аварии будут проводить компании «Черноморэнерго» и Гульрипский РЭС. Выгорела где-то третья часть подстанции. Выгорел трансформатор собственных нужд, одна ячейка, еще две ячейки полностью выгорели. Все это вырезаем, выбрасываем. Вот то, что там резервное было, его доукомплектовываем и переводим туда. На сегодняшний день, значит, та часть населения, которая обесточилась, многие были запитаны с других подстанций там, разными способами. Завтра, наверное, уже подстанция будет работать, но не в полном объеме. Такого рода подстанции являются устройствами, применяемыми для повышения или понижения напряжения. Они, как правило, содержат большие объемы изолирующего масла, температура воспламенения которого достигает 145 градусов. Обычно удается погасить возгорание трансформатора до того, как выгорит все масло, и это позволяет сохранить окружающее оборудование от повреждений. Но сейчас этого сделать не удалось, и большая часть оборудования сгорела. По мнению главного инженера РУП «Черноморэнерго» Тимура Кацая, причина короткого замыкания возгорания подстанции Уарча, скорее всего, внешнее воздействие. То место, где произошло возгорание, оно полностью выгорело. И сейчас дать какую-то оценку пока сложно. Есть предположение, что у нас очень часто бывает, что туда попадают животные там, в виде кошек. Так как сложность данной аварии предполагает достаточно масштабные и продолжительные восстановительные работы, на ее ликвидацию брошены силы всех служб Черноморэнерго. Но, несмотря на это, планируется закончить аварийные работы в максимально кратчайшие сроки. На подстанции активно ведутся аварийно-восстановительные процессы. Рената Шакая, Астамур Гошба, Абхазское телевидение.
Музыкальное искусство Абхазии понесло тяжелую утрату. На 60-м году жизни после тяжелой болезни скончался народный артист Абхазии, композитор Отар Хунцария. Автор множества популярных музыкальных произведений и аранжировок. Много лет он проработал в Сухумском государственном училище культуры, где обучал детей игре на старинных народных инструментах. Для организации похорон народного артиста Абхазии Отара Хунцария распоряжением премьер-министра создана правительственная комиссия во главе министра культуры и охраны историка культурного наследия Эльвиры Арсалия. Эти почти исчезнувшие старинные народные инструменты Отар Хунцария восстанавливал по архивным документам. Во многом благодаря ему Асаркял и Абык заиграли вновь. Вот уже 2 года как ввели, есть инструмент Абык называется. Он типа как сигнальный. Когда тревога там или что-то, люди должны собираться, там они с одной горы давал знак, оттуда ему отвечали. Вот этот инструмент мы как-то усовершенствовали. В этом последнем интервью нашему телеканалу Отар Хунцария рассказывал о своей работе. В Сухумском государственном училище культуры народный артист обучал детей игре на старинных инструментах. Он впервые пришел в эти стены как ученик, а со временем стал здесь преподавать. Музыке он посвятил всю свою жизнь. Одна из его преподавательниц, а позже и коллег, Нанигюль Майлян, вспоминает необычайно талантливого юного Отара, который сразу же покорил всех не только своими способностями, но и обаянием. Я работаю в училище 45 лет. Ну вот я его знаю, наверное, лет 40. И его, и жену, вот. И она, и его мои студенты. Мы потеряли очень талантливого человека. Очень и трудно это говорить. Потому что пришел маленьким ребенком, шустрым, очень шустрый, говорят же, специалисты всегда бывают какие-то своеобразные. Вот Арчик был тоже такой же. Молодежный гимн и песня героев – одни из самых популярных произведений Отара Хунцария. Он не только сочинял музыку, но и сам прекрасно играл на различных инструментах. Коллеги шутят, что даже палка в его руках могла зазвучать. Знал все инструменты, играл на всех инструментах абхазских и пропагандировал абхазскую музыку национальную. Он сделал переработку великолепного произведения французского композитора Болеро на абхазских инструментах. И оно у нас великолепно, все это шикарно прозвучало на нашем отчетном концерте. И много-много произведений, которые он просто вот пробовал, и у него получалось. Практически ко всему, что делалось в училище, Отар прикладывал руку. Вспоминают сегодня со слезами на глазах его коллеги. У него был особый подход к детям. Ученики любили Отара Георгиевича и с нетерпением ждали каждой встречи с ним. Он был один из самых, может, это громкие слова, был он самый лучший, самый хороший. Его вот это необыкновенное внутреннее богатство почувствовал известный хореограф, балетмейстер Эдуард Беви, и он с ним работал без конца. Отар Хунцария – участник Отечественной войны народа Абхазии. С первых же дней оккупации республики он встал на защиту Родины. Несколько месяцев назад у народного артиста был диагностирован рак 4-й стадии. Бороться с болезнью уже было невозможно. Отар Хунцария ушел из жизни в 59 лет. В эти дни он покоится в родной Пицунде. Похороны народного артиста пройдут в воскресенье. Нала Мукпатимур Гугохия, Абхазское телевидение. Как сообщает правительственная комиссия по организации похорон народного артиста Абхазии Отара Хунцария, траурный митинг начнется в 2 часа дня в воскресенье, 17 января, в курортном зале города Пицунда. Известный российский политик, предприниматель и меценат Хазрет Савмен передал 2-й Сухумской городской клинической больнице 20 миллионов рублей. Помощь больнице была оказана в канун Нового года. Об этом сообщает Апснапресс со ссылкой на главврача больницы Вячеслава Абухба. По его словам, помощь будет направлена на развитие больницы, на улучшение ее материально-технической базы. По информации Государственного комитета по экологии, в новогодние дни удалось остановить массовую вырубку пихт и елей. Постановление о полном запрете на заготовку ели и пихты было принято Кабинетом министров в начале декабря. Тему продолжит Амра Амичба.
Накануне Нового года начались рейды инспекторов экологических служб районов по местам реализации елок. Экологи отмечают, что решение правительства, принятое в целях сохранения хвойных пород от уничтожения, дало положительные результаты. Удалось на 99% сократить вырубку пихты. Не зафиксировано ни одного случая незаконной вырубки или продажи ели или пихты кавказской. Мы выполнили это постановление. Везде, по всем районам Республики Абхазия были проведены рейды. И ни раз, и ни два, это ежедневно, после того, как вышло постановление, региональные экологи следили за этим четко, и не только экологи. А хотел бы имеющейся возможностью поблагодарить органы внутренних дел, МВД, работники МВД помогали. И в этом году была пресечена любая заготовка и реализация наших елок. По статистике, в республике ежегодно используют от 7 до 10 тысяч живых елок в новогодние праздники. Можно с уверенностью сказать, что новогодний рынок в этом году был представлен исключительно хвойными растениями из России. Предприниматели завезли в Абхазию елки из российских питомников в достаточном количестве. Реализовывались они на елочных базарах по всей стране. В основном продавали ель восточную, так как в постановлении о запрете предусмотрительно был добавлен пункт о том, что с территории России нельзя завозить срубленные пихты. Именно пихту кавказскую вырубают чаще всего, и браконьеры могли воспользоваться этим. Пихта кавказская относится к ландшафтообразующим породам деревьев, которые произрастают в горах. От них в значительной степени зависит экологическое равновесие в горных районах. А завозимая ель восточная произрастает в нашей республике в основном в труднодоступных местах, и браконьерам до нее добраться крайне сложно. Вместе с тем, все больше людей предпочитают в новогодние праздники устанавливать искусственные елки. Ассортимент и качество их настолько разнообразные, что порой они бывают даже краше живых. Как отметили в Госкомитете по экологии, население начинает понимать, какой вред наносит лесам Абхазии вырубка ели. Ведь хвойная красавица, украшавшая дом всего 2 недели, растет в лесу несколько десятилетий. Амрамич Бабислан Джинджоля, Абхазское телевидение. Фольклорно-этнографический ансамбль «Абаата» удостоен высшей награды Международной студенческой олимпиады искусств «Созвездие талантов», прошедшей на днях в Нальчике. В номинации «Хоровое искусство» ансамбль «Абаата» был удостоен высшей награды конкурса «Гран-при», а юная вокалистка Сабрина Пкин заняла 1-е место в номинации «Эстрада» и награждена золотой медалью. Гала-концерт конкурса прошел на сцене Государственного музыкального театра Нальчика. В московских маршрутках могут запретить музыку. По решению мэрии российской столицы, которая вполне применима и в Абхазии, в маршрутных такси нового образца в этом году планируется соблюдать режим эфирной тишины. Об этом сообщается на официальном сайте Москвы. В салонах московских маршруток будет звучать только самая важная информация – название остановок, просьбы к пассажирам быть внимательнее на выходе и так далее. Включать музыку или радио будет запрещено, так как это отвлекает водителей и пассажиров. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем плюс 15-17 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.